Говорим о 8 видах дохода. Буквально за 15-20 минут максимум я вам покажу 8 видов дохода, которые есть в компании Oriflame. Давайте договоримся, если вы не особо любите цифры, вы, пожалуйста, не напрягайтесь, хорошо? Все высчеты, которые я сейчас буду показывать, вам не надо будет самим делать, все абсолютно считает сам компьютер. Итак, поехали. Первый вид заработка, который предлагает компания Oriflame, это экономия. Да-да, вы не ослышались. Экономия – это вид заработка. Если мы что-то купили не за 1000 рублей, к примеру, а мы же покупаем по оптовой цене фирмы, не по цене каталога, а по оптовой цене, то есть, к примеру, не за 1000, а за 800 рублей, ведь можно сказать, что 200 рублей мы заработали, ведь эти 200 рублей можно закинуть на сотовый телефон, то есть... И вот тут еще Oriflame классную штуку придумали. Все личные покупки, которые мы совершаем, они суммируются, и в зависимости от того, на какую сумму вы накопили личных покупок, вы можете подарки себе выбирать. Каждый продукт у нас имеет свою стоимость в баллах. И, к примеру, если вы накопили суммарно личные покупки на 100 баллов, вы выбираете один вид подарков. Если баллов больше, то там более крутые подарки. Второй вид заработка, который предлагает компания Oriflame, это до 50% выгоды с розницы. Ну, то есть мы покупаем по оптовой цене, если продаем, то продаем по цене каталога, плюс там есть еще программа Премьер-клуб, дополнительные бонусы продавцов. Вот мировая статистика гласит, помните, я говорил сегодня уже об этом, что 5% населения умеют продавать, любят это делать. Кстати, кто из вас это умеет делать, любит продавать? Поставьте плюсик, пожалуйста, в чате. Я вообще уважаю таких людей, у них тараканов нет лишних в голове. Поэтому, Наталья, спасибо большое. Поэтому используйте такую возможность. Вот средний доход, к примеру, да, вот Михаил дал тоже обратную связь, от 5 до 15 тысяч рублей в 3 недели. У нас 17 выплат в год, то есть каждые 3 недели. Двигаемся дальше. Третий вид дохода, который предлагает компания Oriflame, звучит так. Возврат от 3 до 22% с личных объемов покупок. И есть специальная таблица премиальная. Товарооборот считается в баллах. Почему в баллах? Так как компания Oriflame работает в 64 странах мира, в каждой стране своя валюта. Ну, вот в Белоруссии, к примеру, белорусские рубли, Украина, гривна, Казахстан, тенге, Европа, евро, где-то доллары, ну, везде разная валюта. И вот чтобы не запутаться во всем этом многообразии, ведь смотрите, вот это вы, к примеру, вы пригласили своих 5 человек, те кого-то, и вдруг кто-то из них пригласил своего знакомого из Казахстана. А в Казахстане денежная единица тенге. Представьте, они сделали товарооборот в тенге. В чем вам премию платить? В тенге? Но вам, мне кажется, в России не нужны они. И вот чтобы не запутаться, фирма ввела внутреннюю валюту. Каждый продукт имеет свою стоимость в баллах. Туалетная вода 20 баллов, к примеру, там помада какая-то 10 баллов. Ну, то есть в каждой стране свой курс балла. В России, к примеру, 1 балл равен примерно 35 рублей. Примерно. Я беру сейчас стоимость балла $1. Для чего? Чтобы было легче считать, потому что у нас на встрече еще участвуют, бывают представители Украины, Казахстана, Беларуси. Итак, давайте вот 3 примера приведу. К примеру, вы лично сделали товарооборот 200 баллов. Фирма вам возвращает 3%. Это будет 200 баллов, по-другому товарооборот $200. 3% от $200 это $6 ваша премия. Если вы сделали личный товарооборот 3000 баллов, вам фирма с этого возвращает 15%. 3000 баллов, по-другому $3000, это будет $450. Если вы сделали товарооборот сами лично, подчеркну, 7500, от этого вам возвращают 22%, это будет $1650. Скажите, пожалуйста, смог это понятно объяснить? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если есть вопросы, пишите сразу в чате, пожалуйста, хорошо? Еще раз подчеркну, кто не особо любит цифры, вы, пожалуйста, расслабьтесь. Не обязательно это все, вот, ну, как бы сказать, досконально знать, ну, вот, в буквальном смысле. Все будет читать компьютер, вам не надо будет ничего самим высчитывать. Хорошо. Но фирма говорит, не обязательно такие товарообороты большие делать одному. И фирма вводит 4-й вид заработка. 4-й вид заработка звучит так. Возврат от 22 до 3% с групповых объемов покупок. И давайте мы сейчас рассмотрим на конкретном примере. К примеру, вы пригласили 6 человек. Вот они, 6 кружочков. Первый человек сделал товарооборот, например, 300 баллов. Второй человек сделал 700 баллов.
Третий человек сделал 7 тысяч баллов. Но согласитесь, 7 тысяч баллов он наверняка не один сделал, а с группой, с командой. Четвертый человек сделал товарооборот 4 тысячи баллов. Пятый человек сделал 20 баллов. А шестой человек сделал товарооборот 0 баллов. Ну, вообще ничего даже себе не купил. А вы сделали личный товарооборот 200 баллов. Ну, вот все как в жизни, да? Кто-то просто себе берет, кто-то команды строит, кто-то чуть-чуть работает. Компьютер, подчеркну, компьютер считает, какой товарооборот получила фирма благодаря вашей команде, вашей группе. 300 плюс 700 – 1000, плюс 7 тысяч, 8 тысяч, плюс 4 – 12 тысяч, плюс 20 – 12 тысяч 20, плюс ваши 200 – 12 тысяч 220 баллов. Или по-другому 12 тысяч 220 долларов. Как вы думаете, фирму волнует, один вы это сделали или с командой? Вот если бы вы это сделали один, либо одна, вам бы фирма одному, либо одной выплатила бы 22%. Но так как вы это сделали с командой, то фирма вот эти 22% поделит между вами и вашими людьми. Как поделит? Вначале фирма выплатит положенную премию каждому из ваших бизнес-партнеров. Ну вот смотрите, первый человек сделал 300 баллов. 300 баллов, смотрим по таблице, это 3%. То есть от 200 до 450 баллов возврат 3%. То есть ваш человек получил за свои 300 баллов 3%. Второй человек сделал 700 баллов, ему возвращают 6%. Третий человек, которого вы пригласили, сделал 7000 баллов. По таблице смотрим, ему возвращают 18%. Четвертый человек сделал 4000 баллов. По таблице смотрите, от 3 до 5000 это 15%. 20 баллов человек сделал, возвращают ему что-то, премию? Нет. Но какую выгоду он получил? Но он купил для себя по цене фирмы, его баллы копятся по программе лояльности, он еще подарки получит. Скажите, вот до этого момента смог понятно объяснить? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик. Спасибо большое, спасибо. А что вам фирма выплачивает? А вот вам фирма выплачивает то, что осталось. Вот то, что осталось, получаете вы. То есть, смотрите, вашему человеку за 300 баллов заплатили 3%, а вам 22 минус 3, оставшиеся 19% от 300 баллов. Вашему человеку за 700 баллов заплатили 6%, а вам 22 минус 6, оставшуюся часть 16%. Ваш человек за 7000 получил 18%, а вам оставшуюся часть 22 минус 18, 4% от 7000. Ваш человек за 4000 получил 15%, а вам оставшаяся часть 22 минус 15, 7%. Ваш человек за 20 баллов получил 0, а вам оставшаяся часть 22 минус 0, 22%. Но я специально даже здесь написал, от 0 баллов вы тоже получаете 22%, но я думаю, прекрасно понимаете, это получается 0. Нам не платят за факт приглашения, нам платят с реального товарооборота. Деньги не из воздуха берутся. И за свои 200 баллов вы получаете 22%. В итоге, вот средний доход по четвертому виду заработка составляет от 25 до 60 тысяч рублей в 3 недели, подчеркну. То есть у нас каталог длится 3 недели и выплата, соответственно, по итогам каждых 3 недель. Скажите, пожалуйста, получилось понятно объяснить? Если кто-то, да, вот, то есть запутался сейчас в цифрах, расслабьтесь, ребята, еще раз повторюсь, не напрягайтесь из-за этого, разберетесь, поймете, 2-3 раза послушаете, сами кому-то раз попробуйте рассказать и досконально поймете. Ну, еще раз подчеркну, все это считает компьютер. Хорошо. Если нет вопросов, тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница вам выгоднее всего? 19% или 4% разница? Вот какая разница вам выгоднее? 19% или 4%? Вопрос. Вот какая разница вам выгоднее всего? Тогда у меня к вам вопрос. Так, спасибо за ваши ответы. Ну, давайте посчитаем ради интереса, да? 300 баллов. Это 300 долларов. От 300 19% это будет 57 долларов. Людмила, все выгодно, согласен. 7 тысяч баллов, 7 тысяч долларов. От этого 4% 280 долларов. Совершенно правы вы все. 4% выгоднее всего. Но вот тот самый главный вывод. Самый главный вывод четвертого вида заработка.
Кто из них больше зарабатывает? Тот, кто сделал товарооборот 300 баллов, или тот, кто сделал 7000? Ну, ответ очевиден. Тот, кто сделал товарооборот 7000 баллов, зарабатывает больше. Самый главный вывод. Чем больше зарабатывают ваши люди, тем больше зарабатываете вы. Вот я когда вот эту идею понял, я помню, несколько ночей спокойно уснуть не мог. У меня в голове все сразу на свои места расставилось. Понимаете, в чем дело? В этом бизнесе преуспевают те, кто думают в первую очередь про доход других людей. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Скажите, кому нравится такая идея бизнеса? Еще раз подчеркну. Чем больше зарабатывают твои люди, тем больше зарабатываешь ты. Поэтому обратите на это внимание. Я хочу, чтобы вы несколько ночей спокойно уснуть не могли. Двигаемся дальше. Представьте, один из ваших людей сделал со всей командой товарооборот более 7500 баллов. Ну, к примеру, 10 тысяч баллов сделал. То есть ему фирма выплачивает 22%. У вас 22, у него 22, разница 0. Что делать? И вот тут фирма вводит 5-й вид заработка. И фирма говорит, вот за таких людей мы вам будем по-особенному платить. 5% с товарооборота лидеров, которые вышли на премию 22%. Вам фирма будет с их товарооборота пожизненно каждые 3 недели выплачивать 5%. Давайте посчитаем. 10 тысяч баллов, по-другому 10 тысяч долларов. От этого 5% это будет 500 долларов. Но 17 раз в году как минимум. Умножьте на 17, это 8,5 тысяч долларов в год. Как вам? А теперь обратите внимание. Вы будете зарабатывать такие деньги только в одном случае. Если вы помогли своему человеку выйти на доход 25-60 тысяч. А вот теперь задумайтесь, пожалуйста, если вы таких лидеров вырастили 2, а если 5, а если 10? Вот за 8 лет работы мы с моей супругой вырастили таких 10 лидеров.